Далее на телеканале «Якутия-24» мы вместе с коллегами расскажем о новостях экономики, спорта, чрезвычайных происшествиях и других событиях. И начнем с новостей валютного рынка. Курс доллара, установленный Центробанком, на сегодня составил 63 рубля 74 копейки. Евро остановилось на отметке в 68 рублей 77 копеек. Что касается обменной валюты в Якутске, то выгодный курс покупки доллара у Россельхозбанка – 63 рубля 95 копеек, а продажи у СКБ банка – это 64 рубля 24 копейки. Лучший курс по покупке евро у Восточного банка за 69 рублей ровно, а продажи у СКБ банка за 69 рублей 24 копейки. Объем проектного финансирования строительства жилья одинаково распределен по регионам России. За его счет возводятся 27% всего жилья в России. Об этом рассказал заместитель гендиректора Дом.РФ и председатель правления банка Дом.РФ Артем Федорко. По проектному финансированию строится каждый 4-й дом в стране. Доля кредитования застройщиков по новой схеме не зависит от города, экономики или непосредственно размера застройщика. С 1 июля прошлого года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили. Отмечается, что инициатива относительно повышения налога на авто класса Евро-3 и ниже касается коммерческого транспорта. В министерстве уверены, что именно эта техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан России. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду, считают в Минпромторге. Базовая ставка налога может быть увеличена уже с 2021 года. Федеральная служба по труду и занятости напомнила россиянам о предстоящих длинных выходных, которые продлятся с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Последняя неделя месяца, которая последует за ними, будет сокращенной. После этого длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. А затем только в мае с 1 по 5 число в связи с Днем труда и с 9 по 11 мая по случаю празднования Дня Победы. 22 февраля исполняется ровно 20 лет с того момента, когда в Мирном были получены первые результаты химических анализов кимберлитовых минералов. В Центральной аналитической лаборатории впервые заработал уникальный электронно-зондовый микроанализатор «Суперпроб» японского производства. Таких аппаратов в России было всего 2, и стоимость их в ценах 1999 года исчислялась миллионами долларов. Но руководство компании пошло на этот шаг, что дало алмазной геологии новый толчок к развитию алмазопоисковой геологии. Подробности расскажет Роман Муконин. Это особое место в Центральной аналитической лаборатории. Здесь стоит микрозонд «Суперпроб» – аппарат-легенда, позволивший двинуть алмазную геологию вперед к новым открытиям. Сам аппарат нисколько не изменился. Даже его бессменный хранитель Александр Иванов выглядит так же, только чуточку старше. За 20 лет здесь проведены тысячи исследований по определению состава пород. Нужда в аппарате была такая, что в первое время работать приходилось в круглосуточном режиме, чтобы удовлетворить все заявки. До этого все пробы приходилось отправлять в ведущие институты страны. На это уходили месяцы, и о новых месторождениях говорить не приходилось. С этим прибором, благодаря оперативности получения результатов, эффект ощутили сразу. Благодаря изучению гранатов вот на этом приборе мы вышли на новое тело майское, сдали его в запасы. Да. Если бы мы не приобрели такой прибор, то, конечно, у нас было гораздо меньше открытий. Первый микрозонд был рассчитан на 10 лет работы, но его стаж уже отмечает 2 десятка. Сегодня ему на смену пришло новое поколение аппаратов этой же фирмы. На нем трудятся уже молодые ученые. Современный микрозонд от старого отличается более широким спектром работы, простотой и повышенной производительностью. Уникальность этого прибора, в отличие от других приборов нашей лаборатории, заключается в том, что мы можем здесь смотреть
вещество в твердом виде, не разрушая его. То есть других методах нужно где-то дробить, где-то растворять в кислотах. Здесь мы можем просто вставить прибор, подготовив предварительно его, и определить весь спектр элементов, которых нас интересует. Здесь мы можем смотреть порода, из чего она состоит, какие условия были формирования ее, то есть этапы ее формирования. Это достаточно интересно для геологов. На данный момент в работе лаборатории находится важный заказ от Вилюйской экспедиции. Экземпляр породы с потенциально алмазоносного кимберлитового тела в районе Айхала. Именно этот аппарат в кратчайшие сроки позволит ученым установить, интересен ли этот район для промышленного освоения или нет, и дать необходимые рекомендации геологам для опоискования объекта, чтобы он в дальнейшем стал месторождением. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Далее новости экономики расскажет моя коллега Нюргуяна Иванова. В эфире новости экономики на Якутия-24. Здравствуйте, в студии работает Нюргуяна Иванова. Госдума приняла в первом чтении поправки в налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Они предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях. Для таких месторождений предполагается установление ставки НДПИ на уровне 5% от выручки на 15 лет. Законопроект также устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа и для производства нефтехимической продукции. Минфин согласовал предложенный Минтрансом объем компенсации 10 российским авиакомпаниям за приостановку полетов в Китай в 1 миллиард 600 миллионов рублей. В настоящее время обсуждается вопрос о том, как получить эту компенсацию. Напомним, до закрытия авиасообщения регулярные рейсы в Китай выполняли авиакомпании Ирайра, Аврора, Якутия, Уральские авиалинии и S7 Airlines, а также Nordwind, iFly, Azur Air. Сейчас из регулярных рейсов выполняются только рейсы Аэрофлота и 4 китайских авиакомпаний в Шереметьево. Якутия лидирует по числу поданных заявок на дальневосточную ипотеку, а Приморский край находится в лидерах по числу выданных кредитов. Об этом сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Напомним, дальневосточная ипотека – это кредит для молодых семей, приобретающих жилье, которые могут оформить супруги, чей возраст не превышает 35 лет, а также неполные семьи с детьми. Помимо этого, ипотека доступна владельцам дальневосточных гектаров без ограничения по возрасту, если они используют землю под жилищное строительство. Максимальный срок кредитования – 20 лет. Банк может выдать на приобретение жилья максимум 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составлять минимум 20% от стоимости недвижимости. Оформить льготный кредит можно до 31 декабря 2024 года. Рост реальной заработной платы прогнозируют в России в этом году. При этом наибольший рост ожидается в 3 регионах, в частности в Татарстане, Якутии и Ленинградской области. Такой прогноз представлен в исследовании финансового университета при правительстве Российской Федерации. Отмечается, что он построен на основании свежих данных о настроениях населения в части потребления товаров и услуг, на которые были собраны в конце 2019-го, начале 2020 года, и результатах математического моделирования. Отметим, что рост реальных зарплат в среднем по стране в этом году составит 2,5%. Компания «Алроса» направила более 1,5 миллиона рублей на профессиональное обучение, дополнительное образование граждан и стажировку молодых специалистов в прошлом году. Так, на базе Центра подготовки кадров компании за 2019 год 13 человек прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профобразование. Кроме того, 19 молодых специалистов прошли стажировку в структурных подразделениях компании. Всего «Алроса» в рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроила в прошлом году 1392 жителя Якутии. А вот якутская золотодобывающая компания «Артель старателей Дражник» объявила о наборе сотрудников на полевой сезон этого года. Как заявили в компании, работодатель рассмотрит кандидатов со всей России. Работа предлагает сезонный метод с марта по ноябрь. Компания предоставляет компенсацию проезда, также проживание сотрудников предусмотрено в благоустроенном вахтовом поселке. Отметим, что «Артель старателей Дражник» занимается разведкой и добычей рассыпного золота дражным способом на территории Усть-Майского района Якутии.
Это были новости экономики на Якутия-24. До встречи в следующем эфире. Настя, передаю тебе слово. Нургуяна, большое спасибо за информацию. Мы продолжаем наш выпуск. Жильцы дома номер 8 в поселке Биркакит Нюрингринского района обратились за помощью в редакцию нашего телеканала. Дело в том, что им приходится платить за использование лифтом, при том, что в их доме этой конструкции нет. Дом по документам числится 9-этажным. В бюрократической проволочке разбирается наш корреспондент Сергей Козюра. Он сейчас находится на прямой связи со студией. Сергей, я тебя приветствую. Что за странная ситуация? Да, Настя, приветствую тебя. Действительно, ситуация неоднозначная. Вот этот дом, который жильцы называют паровозик, потому что один подъезд у него 9-этажный, остальные 5-этажные. Собственно говоря, из этой конструкции и получилась бюрократическая накладка. А в чем конкретно она выражена, нам расскажет житель поселка. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чем связан этот коллапс? Значит, я здесь живу с 95-го года. Кстати, этот дом при моей памяти строился. Я мимо него ходил каждый, говорится, день. Я видел, что дом на этаж поднимается. В конечном итоге, почему-то в конце пристроен, он был 5-этажный, в конце пристроили 9 этажей. Я не знаю почему, но самое интересное другое. Вначале все было нормально, пока не поставили лифты в 9-этажном здании. До этого, значит, какого-то момента было так, что дом был ТСЖ. Устроили ТСЖ, то есть товарищество, значит, жильцов. Но через некоторое время он перешел под управляющую компанию. И вот до того, как он был в ТСЖ, значит, никто не знал, что там есть лифт или нет, потому что с него, как говорится, плату с жильцов не брали. Но как только он перешел, значит, в управляющую компанию, с подъезда 5-этажных жильцов стали брать, значит, плату. Плату за лифты, да, комуслуги. Но самое интересное, комуслуга не предоставляется, а за нее приходится людям платить. Ни много ни мало. Каждый год поднимается плата. Вначале она была 500 рублей, потом 600 и так далее. Каждый год почти на 100 рублей. В настоящее время средняя плата составляет более, там, у кого-то больше, у кого-то меньше, 800 рублей в месяц. Здесь получается 3 подъезда по 20 квартир. Соответственно, это 80 квартир жильцы платят за эксплуатацию лифтов, которых у них просто не существует. Я, как житель поселка, возмущенный не только я один. Почему же так получается, что не предоставляется услуга, а за нее нам приходится платить? Не нам, ну, в смысле, я в этом доме, к сожалению, не живу. Но просто я, как и все остальные, поддерживаю то, что нужно это как-то решить, эту проблему. Проблему можно решить несколькими способами. Можно присвоить этим 3 домам там какой-то индекс или дроп 1 или букву А. Вот. А можно просто-напросто, согласно закону, насколько я знаю, наверное, такой существует, если только не предоставляется, то ее платить не надо. Вот, спасибо большое. Спасибо большое, Георгий Георгиевич. И вам спасибо. Ну, о том, почему же все-таки нельзя присвоить отдельный индекс 5-этажным подъездам, нам расскажет заместитель главы поселка Биркакит Дмитрий Перфилев. Дмитрий Петрович, ну расскажите, в чем проблема, чтобы сделать 5-этажки отдельным номером? По данной ситуации, конечно, вопрос неоднозначный. Уже 2 года мы поднимали данный вопрос и на отчетах правительства, и полностью на всех собраниях, и писали в фонд капитального ремонта. Получается, что изначально, когда планировали строительство этого дома, не предусматривали, что когда-то будет происходить разделение и будет взиматься плата за лифт, там, как отдельно для жильцов именно 9-этажной постройки и отдельно там 5-этажные, которые не адаптированы под лифты. Поэтому сложность идет именно конструктивная, так как фундамент тут находится единый для всей конструкции, и инженерные сети также находятся единые для всей конструкции. Для того, чтобы сейчас произвести это разделение, это большой фронт работы нужно произвести. Это новое проектирование, новое решение того, чтобы отдельно разделить как по инженерным сетям, все дело это касается теплоснабжения, энергоснабжения. Вот. И тогда после этого может быть и возможно присвоить данный индекс. Также еще и сложность может возникнуть из-за того, что, опять же, отдельные земельные участки будут выводиться под каждый дом. Плюс для жильцов это тоже сложность, так как придется вносить запись в паспорт о том, что теперь они проживают не по адресу Башарина 8, а по адресу Башарина 8.1, например, и 8.2. Вот. Например, наше предложение как от жителей, как от администрации, предлагаем, чтобы фонд капитального ремонта просто пересмотрел о том, чтобы не начислять плату за использование лифтов в 3 подъезда, которые 5-этажной пристройки. Вот, а начислять плату только для жильцов, которые проживают именно в 9-этажной пристройке. Ну, данный вопрос пока решается. Спасибо большое, Дмитрий Петрович.
Ну что, будем надеяться, что этот паровозик рано или поздно тронется с мертвой точки. Мы будем следить за этой ситуацией. Ну, а у нас все. Настя. Да, Сергей, большое спасибо. Мы тоже будем надеяться, что эта проблема разрешится. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент из Нерюнгри Сергей Козюра. Ну а далее мировые новости. Жители украинского села Новые Санжары встретили автобусы с согражданами, прибывшими из Китая, бурными протестами. Они пытались помешать размещению эвакуированных людей в местном санатории, рассказывает Елена Островская. Весь четверг возмущенные жители украинской деревни Новые Санжары ожидали прибытия автобусов с людьми, прилетевшими ранее в Харьков из Китая. Демонстранты вышли протестовать против размещения в местном санатории эвакуированных из провинции Хубэй, эпицентра вспышки коронавируса. Зачем везти их за 350 километров от Киева через полстраны? В малозаселенный район, где люди живут прямо рядом со зданиями, где их поместят. Что, другого места на Украине не нашлось, где 50 человек могут остановиться без угрозы местному населению? Жители Новых Санжар не поверили заверениям властей о том, что все прибывшие, а среди них не только украинцы, но и граждане других стран, прошли многочисленные проверки и абсолютно здоровы. Для поддержания порядка в деревне находились сотни сотрудников правоохранительных органов. Протестующие весь день вступали в стычки с полицией. По мере приближения автобусов страсти накалялись. Жители развели костры, в машины полетели камни, несколько окон были разбиты. Однако после того, как эвакуированные попали на территорию санатория, обстановка постепенно разрядилась. Несколько человек были задержаны, остальные разошлись по домам. Ирландская береговая охрана опубликовала видео, на котором запечатлен корабль-призрак, прибытый к берегам Ирландии во время шторма. Подробности в следующем сюжете. Шторм Деннис принес не только бедствие на Британские острова. Жители прибрежной ирландской деревушки Балли-Коттон обнаружили буквально у себя под окнами корабль-призрак. Кадры покачивающегося грузового судна опубликовала береговая служба страны. МВ «Альта» дрейфовала в Атлантике больше года. В сентябре 2018-го судно следовало из Греции на Гаити. Но в районе Бермудских островов произошла авария, и команда осталась на обездвиженном МВ «Альта» практически без еды и воды. Моряков спасли американские коллеги, а корабль-призрак отправился в свободное плавание. Колумбия в среду объявила о создании фонда поддержки производителей кофе на $64 миллиона. На подобные меры власти южноамериканской страны пошли на фоне нестабильности цен на зерна на мировых рынках. Государственный казначей назвал это решение историческим, рассказывает Анастасия Дмитриева. Историческим днем для Колумбии назвал государственный казначей Альберто Караскея 19 февраля, когда в стране появился фонд поддержки производителей кофе. О мерах субсидирования правительство в богате объявило в среду. По словам чиновника, отчисление из госбюджета в $64 миллиона защитит аграриев от издержек производства и сильной волатильности на международном рынке. Впервые у нас есть стабилизационный фонд с денежными ресурсами. Мы только что утвердили бюджет в 218 миллиардов песо, и в скором времени он начнет выполнять свои прямые функции, чтобы обеспечить дальнейший рост рынка кофе в стране. На подобные шаги власти вынудили долговременное снижение цен на кофе в мире и глобальное потепление. Из-за переизбытка продукта его стоимость в октябре 2019-го достигла 11-летнего минимума. По данным нью-йоркской товарной биржи NYMEX, фьючерсы за фунт кофе в четверг котировались на уровне $1.08, хотя в 2011-м тот же объем стоил в 3 раза дороже. При этом само производство снижается. В ноябре Колумбия пережила сильную засуху. В прошлом году урожай сократился на 4,5% из-за проливных дождей. Создание фонда поможет аграриям продержаться как минимум до следующего урожая. Управление возьмет на себя Национальная федерация производителей кофе. Для кузнеца из Туниса железный конь не аллегория автомобилей, как привыкли считать в современном мире. Он создает из старых ненужных стальных деталей лошадей, обезьян,
скорпионов и многое другое. Его шедевры раскупают ценители необычных скульптур не только из его страны, но и из-за рубежа. Как превратить велосипед в железного коня? Этим искусством с успехом овладел кузнец Мохаммед Шрейти из деревушки Набель на северо-востоке Туниса. Ремесленник собирает шестеренки от машин, цепи от велосипедов и листы стали, от которых с радостью избавляются, как от ненужного хлама, механики в местных автомастерских. Из деталей с помощью сварочного аппарата умелец создает необычные скульптуры довольно внушительных размеров. Вход в его ателье украшает статуя железного Кинг-Конга. Также он изготавливает фигуры животных и людей, а еще сувениры, мебель и предметы интерьера, вроде дверей и ворот. Мои работы они ставят в сады или даже в спальни. Помимо этого, я делаю подарки для туристов, которые покупают лишь небольшие вещи, до 2 килограммов, чтобы их можно было унести в сумке. Вы здесь видите большие скульптуры. Я делаю и их мини-копии, если есть заказ. Цены на стальные изваяния варьируются от 100 динаров или 35 долларов до 15 тысяч, то есть 5000 долларов, в зависимости от размера. Этим искусством Шрейти овладел, когда ему было всего 13. Сегодня, спустя 40 лет, слава о его таланте простирается далеко за пределы небольшого поселения. В его мастерскую за подарками приезжают клиенты из Германии, Франции, Италии и Бельгии. Всемирный день экскурсоводов празднуют российские работники туристической отрасли. Тем временем якутский туризм в последнее время начинает набирать обороты. Этому способствует продвижение настоящего северного мороза как бренда республики. С особенностями профессии ознакомилась наш корреспондент Саргалана Неустроева. Сейчас она на прямой связи со студией. Саргалана, я тебя приветствую, и тебе слово. К сожалению, связь с нашим корреспондентом прервалась. Мы вернемся к этой теме немного позже. Ну а прямо сейчас мы переходим к чрезвычайным происшествиям. По требованию прокуратуры госавтоинспекторами Нюрбинского комитета эконадзора проведена проверка на предмет наличия нарушений природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Минэкологии. Напомню, спецтехника МТЛБ компании «Иркутск Геофизика» провалилась под лед в 310 километрах от устья реки Марха. На месте провала отобраны пробы воды в 3 точках в присутствии представителя компании. Материалы переданы в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. ФСБ пресекла деятельность подпольной сети оружейников, действовавших в 19 регионах России. По данным ведомства, злоумышленники были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота оперативники изъяли 76 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, включая пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы. Кроме того, были изъяты 11 ручных осколочных гранат, около 3000 патронов различного калибра, свыше 11 килограммов взрывчатых веществ, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы. Все изъятые средства будут направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. В дежурную часть полиции в Хангаласском районе обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что хотела приобрести дешевые авиабилеты по маршруту Якутск-Новосибирск и обратно. Для этого она воспользовалась интернет-сайтом, ввела необходимые данные и оставила заявку. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился менеджером авиакомпании и сообщил, что рассчитал стоимость 2 билетов и обещал забронировать их. На следующий день лжеспециалист по просьбе женщины для убедительности отправил по мессенджеру WhatsApp документы, свой паспорт, доверенность, номер бронирования билетов. После того, как женщина согласилась оформить билеты, звонивший попросил отправить паспорта покупателей и фотографию ее подписи, что она и сделала. Через некоторое время он отправил договор на покупку авиабилетов с подписью женщины.
Поверив фиктивным документам, женщина перевела 41 870 рублей на указанный номер банковской карты. И на ее электронную почту у женщины пришло подтверждение, а также маршрутный лист билета. Затем потерпевшая, чтобы убедиться в покупке, позвонила на горячую линию авиакомпании и выяснила, что никаких билетов на ее имя не оказалось. А тем временем мобильный аферист перестал отвечать на сообщения и звонки. Жительница Мирного осуждена за неуплату алиментов на содержание детей, сообщает пресс-служба Республиканской прокуратуры. В мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание 3 детей. Несмотря на это, женщина каких-либо мер к трудоустройству с целью обеспечения своих алиментных обязательств не принимала и денежных средств на содержание детей не выплачивала. В связи с чем общая задолженность по алиментам составила свыше 120 тысяч рублей. Суд признал подсудимую виновной, ей назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Мы возвращаемся к теме Всемирного дня экскурсовода, который сегодня празднуют российские работники туристической отрасли. На прямой связи со студией вновь наш корреспондент Саргалана Неустроева. Саргалана, я тебя приветствую, но надеюсь, сейчас нам удастся тебя услышать. Я приветствую вас снова в музее «Россия. Моя история». Здесь, как многим известно, нет обычных экспонатов, а только интерактивные предметы. Об особенностях работах в таких музеях и о том, что привело ее к этой профессии, нам расскажет экскурсовод, историк Наталья Мординова. Наталья, здравствуйте. Расскажите, в чем особенности такой работы и почему вы решили стать экскурсоводом? Добрый день. Я работаю экскурсоводом 3 года в музее «Россия. Моя история». Экскурсоводом я решила стать, так как всегда интересовалась историей, обучалась на историческом факультете, сейчас уже в Институте истории Санкт-Петербургского государственного университета. Ну и таким образом мой профессиональный путь привел меня сюда. Ну и все-таки хотелось бы узнать, здесь нет обычных экспонатов, то есть только стенды, какие-то интерактивные предметы. Как вы подготавливаете экскурсии, как вы вырабатываете методику проведения экскурсий? Итак, во всех музеях «Россия. Моя история» есть базовые тексты, на основе которых строится экскурсия. Но так как нас много по всей стране, в каждом городе, и, конечно же, все мы являемся разными людьми, и поэтому мы все по-разному строим нашу работу с посетителями. Конечно же, это очень широкая аудитория, это и дети, и взрослые, и жители республики, и жители других городов нашей страны, ну и непосредственно, конечно же, приезжие из других стран тоже. Расскажите, пожалуйста, вот обычный день экскурсовода, с чего начинается ваш день и чем он заканчивается? То есть вы весь день проводите экскурсии или все-таки еще какая-то работа проводится? Итак, помимо, собственно, экскурсионной работы, мы новые экскурсионные маршруты разрабатываем. Ну и, конечно же, готовим разные форматы работы с посетителями. То есть это квизы, квесты и, конечно же, мы приглашаем всех заинтересованных участвовать в них. Ну и хотелось бы, конечно, вас попросить продемонстрировать, как вы работаете, вот, например, с этим интерактивным столом, то есть как экскурсовод вы проводите какие-то учения по этому столу. Вот представьте, мы ваши зрители. Итак, вот эти столы у нас показывают различные аспекты истории страны. А здесь у нас, конечно же, представлено то, что из себя представлял Советский Союз в экономическом отношении. И дело в том, что да, вот здесь вот у нас везде сенсоры, и вот когда мы наводим ладонь на них, то непосредственно у нас включается новая информация, которая у нас отражает то, какой была советская страна, крупнейшее государство планеты.
А где находите контент для этих столов? Кем он вырабатывается? Вот это вот интересно знать. Или вы как-то покупаете? Итак, дело в том, что контент, который отражает всю тысячелетнюю историю нашей Родины, он во всех музеях «Россия. Моя история» примерно одинаковый, за исключением региональных компонентов. Они в каждом городе свои. То есть в Сургуте будет свой, в Екатеринбурге свой, в Краснодаре свой. Ну и так вот, да, это касается всех 21 музея, которые есть у нас на территории Российской Федерации. И да, вот то, что касается компонента федерального, то есть общероссийского, он у нас одинаковый. Он у нас одинаковый и разрабатывается непосредственно в головном музее, который у нас находится в Москве. Ну, получается, структура, она одна везде, но все-таки вы вырабатываете какой-то свой, может быть, творческий подход. В чем, можно сказать, особенность именно ваших экскурсий? Итак, то, что касается моих экскурсий, ну, дело в том, что моя специализация, это, конечно же, это культурология в первую очередь, и я больше внимания уделяю развитию отечественной культуры, то есть это история искусства, это история образования, это антропологические аспекты, то есть исследования археологические, допустим, да, и, конечно же, вот таким вот образом, вот в таком формате я расширяю свою работу. Ну, наши коллеги, они в разных областях исторического знания специализируются. Вот, допустим, коллеги-археологи, они больше внимания акцентируют на археологии. Коллеги, которые лучше знакомы с экономической, с юридической историей, они больше на этом внимание акцентируют. Ну и вот так вот зависит от конкретной подспециализации каждого специалиста, который работает в нашем музее. Спасибо, Наталья. Ну и хочется, конечно, добавить, что к 23 февраля работники музея готовят очень обширную программу по, ну, не только экскурсиям, но и развлекательную часть. И приглашают всех желающих посетить в этот день музей «Россия. Моя история». Ну, а у меня на этом все. Анастасия. Да, Саргалана, большое спасибо, очень интересно. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Неустроева. Ну а мы переходим к новостям спорта. Соревновательная часть чемпионата мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенбурге стартует уже сегодня. Участниками турнира станут спортсмены из 32 стран. Соревнования будут разделены на 2 недели. Подробности расскажет Полина Долинская. Полина, я тебя приветствую. А кто представит нашу сборную? Здравствуй, Анастасия. Сборную России в турнире бобслеистов в четверках представят команды Алексея Стульнева, Максима Андрианова и Ростислава Гайтюкевича. Также экипажи Стульнева и Гайтюкевича выступят в двойках. А вот в женских соревнованиях команды представят экипажи Надежды Сергеевой, Алены Осипенко и Любови Черных. Это новости спорта на Якутия-24. В студии Полина Долинская. Петербургский СКА победил на своей площадке Нижегородская торпеда в овертайме со счетом 3-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Победную шайбу забросил Александр Барабанов на 63-й минуте. Также в составе хозяев голами отметились Андрей Кузьменко, Ярно Каскиранта. У нижегородцев шайбы на счету Джордана Шрёдера и Михаила Варнакова. СКА обыграл торпеда во всех 4 матчах этого сезона. Шрёдер и Кузьменко набирают очки на протяжении 4 встреч на счету у обоих хоккеистов по 5 баллов. В таблице Западной конференции СКА занимает 2-е место. В его активе 89 баллов в 60 матчах. Петербургский клуб продлил победную серию до 10. Торпеда с 61 баллом за 60 встреч идет 8-м. Петербуржцы в следующем матче сыграют 23 февраля в гостях с Юкеритом из Хельсинки. Торпеда днем ранее встретится на выезде с хоккейным клубом Сочи. В еще одном домашнем матче КХЛ московский «Спартак» со счетом 6-3 обыграл казанский «Акбарс». За столичный клуб отличился Александр Хохлачев, Артем Федоров, Ансель Галимов, Каспар Даугавинш и Мартинеш Карсумс. У «Акбарс» шайбы забросили Станислав Галиев, Владимир Галузин и Виктор Тихонов. Казанский клуб
Имея 89 баллов в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Спартак» идет пятым на Западе. Команда Олега Знарка набрала 74 очка в 60 играх. В следующем матче «Спартак» 23 февраля сыграет на выезде с московским «Динамо». «Акбарс» в тот же день примет «Динамо» из Минска. Английский футбольный клуб «Арсенал» в гостях одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч забил Александр Ляказет. Нападающий отличился на 81-й минуте. «Арсенал» провел 9-й матч против «Олимпиакоса». В 9 играх против греческого клуба «Арсенал» одержал 5 побед и потерпел 4 поражения. В параллельном матче шотландский «Рейнджерс» одержал волевую победу над португальской «Брагой» со счетом 3-2. По ходу встречи клуб из Глазго проиграл со счетом 0-2. Английский Вулверхэмптон забил 4 беззаветных мяча в ворота испанской «Эспаньолы». А вот бельгийский Брюгге на встрече с Манчестер Юнайтед сыграл в ничью со счетом 1-1 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В составе бельгийского клуба гол забил Эммануэль Деннис. У Манчестер Юнайтед отличился Энтони Марсиаль. Голевую передачу на Денниса отдал голкипер Брюгге Симон Маньоли. Ответный матч команды проведут 27 февраля. Сборная России в гостях проиграла команде Италии со счетом 64-83 в стартовом матче квалификации чемпионата Европы 2021 года по баскетболу. Встреча прошла в Неаполе. Самым результативным игроком матча стал форвард итальянской сборной Джамбало Ричи, и в его активе 19 очков. В составе российской команды больше всех очков набрал защитник Дмитрий Кулагин. Сборная России выступает в отборочной группе «Б» с командами Италии, Северной Македонии и Эстонии. Ранее сборная Эстонии в гостях обыграла команду Северной Македонии со счетом 81-72. В следующем матче российская команда 23 февраля в Перми встретится с баскетболистами из Северной Македонии. Соревновательная часть чемпионата мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге стартует уже сегодня. Участниками турнира станут спортсмены из 32 стран. Соревнования будут разделены на 2 недели. Сначала за медали поборются бобслеисты. Турнир откроется в пятницу заездами в женских двойках. В субботу начнут соревноваться мужские двойки, а женские экипажи проведут заключительные попытки. В воскресенье болельщики узнают обладателей медалей в мужских двойках. Состязания в мужских четверках пройдут 29 и 1 марта. Сборную России на турнире бобслеистов в четверках представляют команды Алексея Стульнева, Максима Андрианова и Ростислава Гальтюкевича. В женских соревнованиях команды представят следующие экипажи: Надежды Сергеевой, Алены Осипенко и Любови Черных. Скелетонисты начнут борьбу за медали 27 февраля в первых и вторых попыток у мужчин. Медали в мужском турнире разыграют на следующий день по итогам третьих и четвертых заездов. У женщин награды распределяются аналогично. Они начнут состязаться 28 февраля и закончат 29 февраля. В заключительный день чемпионата мира 1 марта состоится командные смешанные соревнования скелетонистов. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Анастасия, передаю тебе слово. Большое спасибо за информацию. Я напомню, это была моя коллега Полина Долинская. Новую постановку «12 стульев» покажут в Якутске. Белорусская группа постановщиков готовит совершенно новую интерпретацию всем известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. На месте событий сейчас работает наш корреспондент Сарглана Федорова. Сарглана, я тебя приветствую. Чем же может удивить история, знакомая всем уже почти 100 лет? Приветствую, Анастасия. Мы находимся по ту сторону сцены, в производственном цеху. Здесь готовят декорации. И, как нам сказали, декорации будут не мягкими, а жесткими. Здесь делают металлические конструкции, которые будут двигаться на сцене. Например, это колесница для оркестра. И, конечно же, изготавливают те самые 12 стульев. Столяры переделывают как готовые стулья, так мастерят новые. И они нам рассказали, как же все это они изготавливают. Мы сейчас в данное время делаем 12 стульев, к примеру. Вот мы сейчас делаем стулья 12. Это заводские стулья. Мы переделкой делаем спинку, потому что у нас не подходит заводская стуль. Поэтому мы, чтобы к примеру подходило, стулья делаем, спинку переделываем, да? А есть еще бутафорские стулья. У нас будет фанерная, вот такая. Вот это уже мы делаем похоже на эту стулья.
она не рабочая, а бутафорская будет стулья. Вот. Вот это мы друг друга соединяем, и у нас будет такой же макет, 12 штук. Она висячая будет, с этим и балеты, наверное, будет танцевать, с этими стульями, да. И мы делаем еще вот картинки, рамки для картинок. И зеркала, рамки сделали. Но они сейчас у бутафоров, они доделывают объемы. А вот здесь художники реставрируют телогрейки для беспризорников. Они убирают из них вату, чтобы артистам было удобно двигаться. А вообще в спектакле много внимания уделили моде того времени. В нем более 200 костюмов, а также 2 состава исполнителей. И задействованы как наши якутские артисты, так и зарубежные. И они будут танцевать, выполнять трюки, показывать бразильский карнавал. И им предстоит выражать свои эмоции не только языком тела, но и напрямую общаться со зрителями. И теперь балет стал говорящим, и его можно будет смотреть как кино. И как же артисты заговорят со зрителями, нам рассказал директор театра. Сегодня наша задача сделать так, чтобы оперное балетное искусство стало доступным и понятным зрителю, поэтому в спектакле «12 стульев» будет использован прием, в котором артисты балета частично в каких-то местах будут использовать речь, что на самом деле не так развито, потому что основное средство выразительности в балете – это все-таки язык тела, пластическая лексика. Но для нас важно сегодня искать новые формы взаимодействия со зрительской аудиторией, делать искусство понятным широкому кругу зрителей, поэтому вот такой шаг маленьких вкраплений текстовых реплик в балет, в эксцентрический балет «12 стульев». Сегодня это тот шаг, который позволит сделать балет более понятным зрителю. В спектакле «12 стульев» работает режиссер наравне с балетмейстером. И это даст возможность артисту балета раскрыть в себе и дополнительные актерские качества. В балете использовали несколько музыкальных стилей: рок-н-ролл, джаз, классика. И создатели утверждают, что этот уникальный балет не будет похож ни на один из тех, которые когда-либо ставили на российской сцене. И якутские зрители увидят его премьеру уже 25 марта. А затем повторные показы будут 28 и 29 числа. Анастасия. Саргалана, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией была Саргалана Федорова. Ожидания российских мужчин от подарков на День защитника Отечества значительно отличаются от планов женщин, следует из данных опросов ЦИОМа. Социологи рассказали, что 35% женщин планируют подарить мужчинам парфюмерию, в то время как получить ее хотели бы только 7% мужчин. Россиянки также чаще всего выбирают в качестве подарка сувениры, одежду и обувь, спиртные напитки и деньги. При этом наиболее желанным подарком мужчины считают путевку на отдых, однако лишь 1% опрошенных женщин планируют ее преподнести. На втором месте по предпочтительности у респондентов оказался автомобиль. Также для мужчин желанными подарками были бы билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане и деньги. При этом 53% опрошенных женщин готовы потратиться на подарки только на 1000 рублей. Провести время с пользой и удовольствием мой коллега Александр Хавренко готов рассказать о том, куда можно сходить в эти выходные в столице региона. Да, здравствуй, Анастасия. Кинотеатры и театры города, как всегда, приготовили для зрителей много всего интересного. И начнем мы с обзора киноновинок. На большой экран выходит приключенческая сказка для всей семьи, удивительное путешествие доктора Дулиттла с Робертом Дауни-младшим в роли всемирно известного ветеринара. 7 лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – вот его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.
Также в кинотеатрах еще одна экранизация классики мировой литературы. Фильм «Зов предков», поставленный по мотивам произведения Джека Лондона. История Бека, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х годах, когда его вырвали из дома в Калифорнии и привезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии ее лидером, Бек попадает в невероятные приключения, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни. Российские кинопроизводители выпускают в прокат фильм-биографию, посвященную прославленному оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Фильм под лаконичным названием «Калашников» рассказывает про то, какой долгий тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день является символом оружейной мысли нашего времени и самым популярным автоматом в мире. Сахатеатр приглашает жителей и гостей столицы на комедию «Ревизор». Спектакль в жанре комедия поставлен по знаменитому бессмертному произведению великого русского классика Николая Васильевича Гоголя. Классическое произведение школьной программы излагает новыми красками на сцене Сахатеатра. Жизнь якутских тайонов Самодуров полна своеобразными хлопотами и заботами, но особенно забавно, что каждому тайону приходится гнуть спину перед другими тайонами. Но они к этому привыкли, это у них в крови. Их налаженный быт и размеренная жизнь в одно мгновение меняет визит молодого человека, которого все принимают за ревизора из столицы. Русский театр приглашает на постановку «Деревья умирают стоя» по пьесе Александра Кассона. Написанная в 40-х годах прошлого столетия, пьеса не потеряла актуальности и даже наоборот с каждым годом становится все более и более жизненной. В небольшом испанском городке сотрудники фирмы «Ариэль» доставляют людям на дом счастье. В этом же городке проживает пожилая сеньора, горячо любящая своего единственного внука. Вот уже 20 лет она занята только перепиской с ним. В ее мыслях он предстает блестящим молодым человеком. Искусные актеры готовы подарить бабушке 3 счастливых дня в компании любимого внука и его молодой жены. Но неожиданное течение обстоятельств меняет ход запланированных событий. Чрезвычайно напряженная ситуация позволяет автору создать ряд запоминающихся драматических сцен, в которых герои видятся поборовшими ложь, мужественно встретившими суровую правду. В субботу в Государственном театре оперы и балета дают «Спартака» – легендарный балет на музыку Арама Хачатуряна. Гениальная музыка Хачатуряна и монументальная хореография Юрия Григоровича сделали «Спартак» настоящим шедевром современного балета. Это страстная и пафосная трагедия на исторический сюжет с обилием аллюзий на современность. И в то же время балет прозрения, балет предвидения, грандиозное музыкальное хореографическое исследование столкновения древнего язычества и нарождающегося христианства. Русский театр приглашает на постановку классического произведения Николая Гоголя «Мертвые души», поставленного по пьесе, написанной Михаилом Булгаковым. Режиссер Сергей Потапов вносит в классическое, хорошо всем знакомое произведение свой неповторимый шарм и заставляет зрителей по-новому взглянуть на знакомых персонажей. Чичиков, Манилов, Ноздрев, Коробочка и другие предстанут перед зрителями в совершенно новом, порой даже неожиданном виде. Сахатеатр приглашает на один из самых известных спектаклей в своем репертуаре «Желанный голубой берег мой» в постановке Андрея Борисова. Спектакль поставлен по повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря». 4 человека в лодке – стихия природы. Они попадают в безвыходное положение, оказавшись без еды, с небольшим запасом воды, окруженной плотным густым туманом, который неизвестно сколько времени задержит их в плену. Тогда, ради слабой надежды на спасение мальчика Кириски, они приходят к решению пожертвовать собой. Также в Сахатеатре смотрите спектакль по произведению Михаила Ефремова «Любовь к смерти» и спектакль «Спор сердца и разума» по произведению Платона Аюнского. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. Анастасия, тебе слово. Александр, большое спасибо. Ну и в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане облачно, без осадков, температура воздуха минус 14 градусов, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. Минус 11 в Ленске, облачно, давление 743 миллиметра ртутного столба, скорость ветра 3 метра в секунду. В Мирном малооблачно, 13 градусов ниже нуля, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. 23 градуса со знаком минус за окнами нерюнгринцев, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, без осадков. Из столицы региона, городе Якутске, немного потеплело. Сейчас за окнами минус 26 градусов. Облачно, осадки не наблюдаются. Скорость ветра 1 метр в секунду. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем телеканале.